Аудитории физико-математического и экономического факультетов Абхазского госуниверситета оснащены по последнему слову техники. Аудиторию подключают к дизелю, и потому можно не бояться внезапного отключения электричества. Онлайн-сдача вступительных экзаменов как раз тот самый важный случай, когда необходимо не менее часа оставаться на связи. С трепетом начала экзаменов ожидают абитуриенты российских вузов, поступающих по лимиту Россотрудничества. Для кандидатов уровня образования аспирантура, ординатура, магистратура у нас проходит конкурс документов об имеющемся образовании, а для кандидатов, которые претендуют на уровень образования бакалавриат и специалитет, у нас проходит непосредственно тестирование онлайн в формате прокторинга на платформе системы МФТИ, это Московский физико-технический институт. Да. Проходит экзамен у нас по двум профильным предметам. Имея опыт прошлых лет Россотрудничества совместно с Абхазским государственным университетом в этом году проводит тестирование на их площадке, за что им огромная благодарность, потому что не все кандидаты, к сожалению, имеют возможность технически сдавать экзамены в домашних условиях. В принципе, это по желанию. Как пояснила Екатерина Власова, ранее вступительные экзамены в подобном формате проходили во второй Сухумской школе. Однако среднеобразовательное учреждение не могло удовлетворить потребностей из-за недостатка компьютеров. Абхазский госуниверситет откликнулся на просьбу со стороны Россотрудничества и не просто предоставил аудиторию, а взял на себя все заботы и обеспечил качественную услугу. Интернет 50 мегабит в секунду с бесперебойным электричеством позволит абитуриентам комфортно сдать экзамены. Каждый кандидат сдает у нас тестирование по двум предметам в зависимости от той специальности, которую он выбрал. Ну, например, математика, физика, биология, химия или математика, русский язык, например. В ВАГУ у нас запланировано, в принципе, 2 аудитории. Размещаем мы в пределах 30-35 кандидатов. Все прибывают в назначенное время с паспортом. Все это проходит, так скажем, легко, просто они регистрируются заранее на экзамены на базе платформы МФТИ, да, и в день экзамена, так скажем, также сдают экзамены, как и все остальные в домашних условиях. Кандидаты для всех условия равны, единственное, что получается, кандидаты прибывают в ВАГУ. Конечно, вступительные экзамены на базе АГУ сдают не все абитуриенты, а лишь те, кто по тем или иным причинам решил воспользоваться этой возможностью и записался заранее. Во всяком случае, Россотрудничество совместно с АГУ сделали все возможное для комфорта абитуриентов. А вот насколько успешным окажутся результаты экзаменов, станет известно позже. Асиля Малия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.